как вам сказать, в рыночном отношении, в глобальном политическом, эта перестройка везде была она. Когда И СССР музыканты тоже, развалился, сколько было тебе лет? получается, 6 лет? 6 лет было. То есть ты все осознавал, как все Да нет, происходило вы что, в о этот чем вы? момент? Я это все осознал потом в школе где-то в 98-х, только 2000-х годах, как Расскажи, все пожалуйста, происходило. про свои школьные годы. Где ты учился, в какой школе? Я И учился... со школьных ли времен у тебя проявился интерес к творчеству? Давайте сначала начнем. Я учился в школе гимназии номер 6. С французским уклоном. Да, с французским уклоном это было. Значит, по-французски будем песни петь. Не, раньше я вот помню, у нас учительница была Елена Ричардовна. И как бы я тогда пытался, помню, к ней приходил, она мне стихи даже показывала, как примерно писать, как со словами подбирать. Вот. Вообще вот школа, знаете, как я сейчас, оказывается, вот как много значит образование для ребенка, для человека. Вот школа — это большое спасибо Арстановой Светлане Аманевне. Замечательный человек был. Вот. Ну и куратор тоже у меня хороший человек. Кураторы вообще, мне везло с кураторами. Все они были творческие личности. Вот. Творческие личности. А директор школы всегда творчество поддерживал в школе. И получается, у нас в школе была студия звукозаписи. И вот, считайте, пацан 7-8 лет, 7-8 лет сначала как бы на хоре записался. В хоре пел, потом бросил хор, вообще не понравилось. И дорога привела меня к студии звукозаписи. А почему ты о себе говоришь третьим лицом? Ну, некорректно такие вопросы задавать, если честно. Хорошо, ладно, шучу. Я думаю, Абир, еще раз напомню телефон прямого эфира 56 46 85. Абир Касьянов у нас сегодня в гостях, дозванивайтесь до нас. Абир, вот вопрос у меня следующий звучит. У нас, я знаю, звезды Кыргызстана очень любят где-то светиться, показывать свое лицо, стремятся быть постоянно, скажем, где-то на экранах, на обложках журналов, газет. А Абир Касьянов почему-то, я тоже буду говорить третьим лицом, отличается небывалой скромностью. С чем это связано? Ну, во-первых, у меня всегда было такое, например, в том же, в написании песен, сначала все подготовить нормально так, потом только выпускать. И насчет выступлений тоже раньше, если честно, я раньше, вот, пока мы вот в студии не записали 10 песен, я не знал, я не умел, оказывается, петь, вот честно, вот признаюсь. После 10 песен я понял, какой тембр мне нужен, как что именно. Знаете, это называется развитие, как бы. То есть ты хочешь уже, когда станешь на более профессиональный уровень, тогда заявить о себе. Вот он я. Ну, еще раз, там, я не буду по-любому заявлять, вот он я. Я пишу песни для народа, и все это время я писал просто песни. Я не хотел особого пиара, как бы. Здесь в рекламе сняться, там в рекламе сняться, как бы. Я хотел просто, чтобы люди послушали. Я смотрел реакцию людей. Вот. Как это будет, как будет слышаться, как со стороны смотрится. Вот, например, песня вот «Вера в любовь». Записали трек, отдали на радио. Просто, считайте, полгода не снимали клип. Просто проверяли, как народ воспримет. Оказалось, что народ нормально как бы воспринял эту песню и решили потом только клип снять. Хорошо, вот «Вера в любовь», я думаю, этот клип уже завораживающий, значит, что-то романтичное, что-то с нотками флера. Ну, само название, мне кажется, говорит за себя. Вера в любовь — это как бы ссоры, расставания. Ну, в конце концов, если пара любит друг друга, надежда умирает как бы последней. А почему именно тема любви затронута? Потому что я с 13 лет начал учиться играть на гитаре. А гитара — это, знаете, как вам сказать, там два варианта. Либо рок надо петь, как Виктор Цой, да, «Белый снег», примерно. Либо про любовь поешь, как. То есть натура у тебя более романтичная, можно сказать? Можно сказать так, да. Хорошо, Абир. 56 46 85, телефон прямого эфира. Сегодня мы в буквальном смысле этого слова Абира заваливаем вопросами. Не только я, но и вместе с вами. У нас телезрители есть на связи. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Телезритель, к сожалению, не дождался, но мы будем ждать вашего звонка. Еще раз напомню, 56 46 85, телефон прямого эфира. Абир Касьянов у нас сегодня в гостях. Вот
Я сейчас слышу, что телезритель все-таки до нас дозвонился. Давайте еще раз попробуем с ним связаться. Добрый вечер. Можно вопрос какие музы? Абир Хасенов. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вновь с вами здороваемся. Как вас зовут? Наргиза. Слушаем вас. Что вы хотели спросить у нашего гостя? Наргиза. Добрый вечер, Наргиза. Наргиза разволновалась, видимо, при виде вас. Очень долго ждала этого момента. Наргизочка, пожалуйста, позвоните на 56 46 85 и не забудьте отойти от телевизора подальше, убавьте громкость. Мы с Абиром ждем вашего звонка. И не только Наргиза, но и Алии, Айджаны, Айджаркын, я не знаю, в общем, всех девушек. Я думаю, что все-таки твоя аудитория это больше женская. Как ты считаешь? Более женскую, не знаю, вам виднее, если честно. Я сужу по себе. Но вообще, все равно же есть какая-то целевая аудитория. Скажем, наша программа для молодежи, песни, которые ты поешь, они больше для народа, для взрослого поколения, для молодежи. Как можно характеризовать твою аудиторию? Ну, я же вам еще раз говорю, вам, наверное, это виднее, я особо не слежу за своим творчеством. То есть Я не смотрю, сколько у меня подписчиков на Фейсбуке, там, в Инстаграме, например, предположим. Не смотрю каждый день, там, не захожу. Только с друзьями, знаете, вот социальные сети, только реально с друзьями вот общаюсь, вот кто за границей, вот друзья есть. А так особо не слежу я за творчеством, я просто пишу песни. Хорошо. А вот ты сказал, что в страницах на страницах социальных ты особо не активен. Почему? Потому что я вижу сейчас такая тенденция современная не только у наших кыргызстанских артистов, но и у более, скажем, с дальнего зарубежья, более известных певцов, что они отвечают всем подписчикам, пытаются удержать свою популярность. То есть ты этими вещами не занимаешься? Нет, пока я этими вещами не занимаюсь. Есть ли специальный человек, скажем, твой пиар-менеджер, который этим занимается? Пиар-менеджер есть, но пока я ему не доверил свой аккаунт, как бы сказать. Это что-то личное? Да. Я еще раз повторюсь, это на данном этапе, да? Вот. А в будущем посмотрим, как все сложится. Ну, я поняла, что у нас Абир Касьянов очень загадочный молодой человек, очень своеобразно отвечает на мои вопросы. 56 46 85, телефон прямого эфира, Абир Касьянов, талантливый исполнитель у нас в гостях. Сегодня в рамках нашей программы, дорогие друзья, презентация нового клипа Абира Касьянова под названием «Вера в любовь». Перед тем, как выйти на рекламу, я думаю, что примем все-таки звонок. Здравствуйте! Добрый вечер. Алло, саламатсызбы? Да, говорим чуть погромче, уходим подальше от телевизора. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алло, мы вас слушаем. Абир Хасеновқа суроо берейин дегем да? Келиңиз. Толкунданбайбыз, сурооңузду узатыңыз. Сиз каяктан болосуз? Жана ырларыңызга ийгилик. Хорошо, главный вопрос, я думаю, прозвучал. Сиз каяктан болосуз? Абир Касьянов. Сам я родом с города Бишкек, Чуйский. Городской парень. Городской парень, Сокулукский район, Шалта или. Хорошо, я думаю, что мы удовлетворили любопытство нашей телезрительницы, которая также разволновалась и даже с некоторым волнением задавала вопрос. Сейчас, я думаю, будет небольшая рекламная пауза, а вы пока можете дозваниваться по номеру, который вы увидите на своих экранах. Мы будем ждать сегодня Абир Касьянов у нас в гостях. Мы вновь с вами, уважаемые телезрители, 56 46 85, телефон прямого эфира. Дозванивайте до нас, у нас сегодня музыкальная тематика, Абир Касьянов в гостях, мы ждем ваших интересных вопросов, так как действительно личность очень интересная, творчеством которым, я думаю, восхищаются многие женщины, многие мужчины, в общем-то, многие наши сограждане. Дорогие друзья, также на Фейсбуке, на Одноклассниках и на других наших социальных страницах можно оставить нам комментарии,
задать свои вопросы и, естественно, в этот прекрасный летний вечер поговорить с нами в рамках прямого эфира. Мы с Абиром продолжаем нашу беседу, и мы до этого поговорили уже немножко про творчество, поговорили про новый клип. И сейчас все-таки хочется узнать про твой первый клип, про твою первую песню, которая была тобой написана. Когда это было? Первая моя песня, которая была написана, Да. если смотреть в профессиональном плане, 2009 год. Нет, 2007-2006 год где-то даже было. Как эта песня называется? Самая прям первая, это «Дорогая моя» называется. Вот. Песню ты сам написал? Да, сам написал музыку, я на гитаре. Я все свои песни придумываю на гитаре. Слова, мотив на гитаре подобрал, все, пошел на студию, записал, прописал гитару, биты, аранжировку сделали. И клип тоже на эту песню снял? И клип тоже сняли на эту песню. Называется «Дорогая моя». Это было как бы первое, да. А вообще, получается, вот как начал играть на гитаре, в 13 лет, где-то в 14 лет я уже написал первую свою песню. Но это были, да, так Это я. были, наверное, такие детские строки? Да, это все было, детскую все было по-детскому. Реально это было по-детски. Ну, знаете, все, оказывается, всему свое время, оказывается. Вот. Где-то вот примерно лет 20 я уже писал такие более, ну, все равно уже более осмысленные песни. Нет, еще даже подростковые, мне кажется, песни были. Лет уже 25, вот тогда уже пошли более такие осмысленные песни, уже со смыслом, с определенным, где слова как бы, вот знаете, вот та же вот «Вера в любовь», там слова есть: «Время мое сердце мое возьми, время мое забери». Как бы под этими словами скрывается смысл. То, что ты полностью Это уже, отдаешься да, человеку. А раньше это было так: «Снова в небе звезды, но они далеки, только ты одна моя девушка мечты», примерно. Вот. Согласитесь, есть разница. Там я написал лет в 19-20, здесь я написал уже в 26. Я думаю, для нас, девушек, разницы нет, если вы поете про нас. Вне зависимости от того, в каком возрасте была написана песня. Вот как ты считаешь, Абир, сейчас Кыргызстан у нас переживает достаточно важный период, можно сказать, в стране, что мы в таможенный союз входим, что ряд других экономических вопросов, которые делают, можно сказать, нас более прогрессивной страной, надеюсь, более известной. Не пробовал ли ты затронуть такие вот важные социальные темы в своих песнях? Отойти, скажем, от тем любви, от тем какой-то природы. Я знаю, что у нас артисты любят петь про красоту, нашу живописную природу. Вот что-то такое более глобальное, социальное. Пробовал написать? Если честно, я думал насчет такого, но пока мне не нравится это. Почему? Не знаю, не хочу просто писать про это. Политика, социальные вопросы, вот эти темы глобальные, как вы говорите, там кому-то там не хватает воды, а у нас там 2 литра легенды стоит на столе примерно, понимаете? Вот я просто про это не хочу писать. То есть про все хорошее, положительное? Да, просто хорошее, положительное. Вот написали песню недавно, вот раскрою вам секрет. Вот, это уже после песни «Вера в любовь». Да, это после песни «Вера в любовь». Девушка, после песни «Вера в любовь» мы написали уже где-то, наверное, 6 треков примерно. Последняя песня я написал про одну известную топ-модель песню. Про известную топ-модель. Да, я не буду просто раскрывать, просто известная топ-модель. И все. Просто ради как знаете, как говорится, вот, между друзьями, не, ради прикола написал эту песню. Просто посмотреть, как это будет. Потому что вот, когда мы в 2009 году написали песню «Плюс» клубную, вот, тогда это было как бы в новинку, тогда еще вот у нас реально не понимали, что такое клубная музыка, тогда только вот получается Радио Макс, Атом ФМ тогда только качал клубную музыку, Радио Рекорд тогда не было, как бы, и только Макс, получается, понимал эту тему. Вот, но мы написали первую клубня в Кыргызстане, трек называется «Плюс». Вот, после этого, знаете, сколько я вот пытался написать именно клубную музыку, вот, ну не получалось. И буквально вот недавно, дней 10 назад, такой, вдохновение как бы, да, клубная музыка про известную топ-модель. Ну вот я такого еще не слышала у нас, наверное, будет. Ну я попытался просто, как я же вам говорю, это как бы ради прикола. Отойти от стандартов. Да, получится. А вот песня «Случайные дни», моя любимая как раз таки, она также идет с клубной аранжировкой. «Случайные дни» тоже есть такое, да. Вообще сама песня «Случайные дни», если честно, там текст
песни как бы... Есть определенный смысл, да, в этом. Это все благодаря как бы нашему Иссыкулю, да? Например, не было бы у нас Иссыкуля, летали бы мы куда-нибудь в Испанию, в Болгарию, в Турцию, и про те бы места бы и пели бы, получается. Вот. Но так как я родился в Кыргызстане, и каждое лето мы ездим на Иссыкуль, особенно, вот знаете же, да, это подростковый возраст, лагерь, потом уже такой юношеский возраст, там уже с ребятами, с друзьями отдыхаешь. Ну, через это каждый вот бишкекчанин, мне кажется, проходит, да? Каждый бишкекский парень обязательно либо с района с пацанами рвет на Иссыкуль. Вот. И как бы все это вот, само название трека «Случайные дни». Это все происходит на Иссыкуле, и у многих тоже это происходит на Иссыкуле. Встреча, определенная любовь, на следующий день или вот конец романа. Курортный роман. Да, курортный роман, они расходятся, и это были просто случайные дни. Причал души не ищи, забудь про свою печаль. Это говорится о том, что... Спеть отрывок. Я вам просто стих прочитаю лучше. Причал души не ищи, забудь про свою печаль. Так вышло, мне очень жаль. А почему спеть нельзя? Я не хочу. Если бы предупредили бы, я бы гитару захватил. Обычно, куда меня приглашают, мне просят захватить гитару, пожалуйста. Потому что, я же вам говорю, все песни, которые я исполняю, которые звучат на радиостанциях, каждую эту песню я придумывал на гитаре сначала. Ну, я, честно, не была посвящена в такие подробности. Я думала, что и без гитары может спеть профессионал своего дела. Не, конечно, я вам не про это сейчас сказал вообще. Хорошо, тогда до конца программы дождемся. И давайте в конце программы какую-нибудь песню исполним. Хорошо? Да, без проблем, конечно. Ну все, отлично, уговорила. 56 46 85, телефон прямого эфира. У нас сегодня Абир Касенов в гостях. Я думаю, что про его творчество вы наслышаны. А если нет, то можно познакомиться с данной личностью сегодня в рамках нашего прямого эфира. Мы ранее говорили о том, что вышел новый клип. Сейчас же я предлагаю просмотреть сюжет с презентацией данного клипа. Кеймус также не обошел стороной данное мероприятие. Вашему вниманию сюжет, после которого мы продолжим наш эфир. Абирский, пойдем пофотаемся. На днях в уютном зале одного из столичных заведений состоялась презентация нового клипа Абира Касенова на песню «Вера в любовь». На презентацию клипа певец пригласил не только членов своей семьи и близких друзей, но и известных коллег. Поздравить виновника вечера пришли кинорежиссер Эрнест Абдыджапаров, певица Салтанат Аширова и Юлия Рудская, футболист Азамат Байматов, актер Бектемир Мамаюсупов и многие другие. Давай только те, кто на первом этаже, потом долго будет подниматься. Ведущим вечера был шоумен Кайрат Мусаев. За время мероприятия он не давал скучать гостям, проводя разные игры и конкурсы. Коллеги Абира Касенова по цеху, любимые всеми артисты Арти, Гульдигит Калыков, Бегиш Баястан, Назгуль Токтакунова и Аску исполнили свои лучшие хиты. Показ видеоклипа предваряло выступление Абира Касенова. Певец вначале исполнил песню «Вера в любовь», а затем был презентован долгожданный клип. Спасибо, друзья! Всех рад видеть здесь! Абир, еще раз поздравляем вас с презентацией клипа. Превзошли же ваши ожидания? Да, вообще, если честно, я в шоке. Все классно прошло.
Дорогие Как друзья, вообще в целом всем вечер вам проходит? Огромное спасибо. Вообще, вот, если честно, весело проходит. Все друзья, атмосфера прям просто супер. После просмотра клипа, какие у вас впечатления? Ну, во-первых, великолепная песня, замечательная песня, молодежная и очень интересный сюжет. Понимаете, вот все смотрелось на одном дыхании слушалось, на одном дыхании смотрелось, это и есть клип. Эл таразы элчинче деп коет. Ошон үчүн эл өзүнүн сынын айтып, өзүнүн бааларын берсе, биз абдан ыраазы болобуз. Ошо биз аябай аракет кылдык элге жаксын деп. Клип «Вера в любовь» снимался не только в Кыргызстане, но и в Казахстане. Съемки нового видео артиста проходили в течение месяца. Неделя в Алматы и 3 недели в Бишкеке. Главную роль в клипе сыграли актер из фильма «Рай-604» Руслан Бутубаев и очаровательная девушка Азиза. Премьера данного клипа в скором времени состоится на канале Киимуз. Не пропустите. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что на ваших экранах ежедневная программа «Кефир». С понедельника по пятницу мы специально для вас устраиваем уникальные эфиры и приглашаем личностей неординарных, интересных, творческих. Так как в первую очередь мы своей целью ставим поддержку талантов Кыргызстана. Абир Касенов, наверняка вы про данного человека уже наслышаны. И сейчас вы просмотрели сюжет с мероприятия, с презентации нового его клипа под названием «Вера в любовь». А во что же верит Абир и каким представляет свое будущее? Сегодня в рамках нашей программы 56 46 85, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нам. Мы с Абиром продолжаем беседу. И также говорим про творчество, про пение. Вот, Абир, сейчас многие артисты, помимо, скажем, вот именно вокалисты, помимо пения, занимаются параллельно, скажем, актерским мастерством. Кто-то рисует, кто-то еще что-то делает. Вот расскажи, пожалуйста, из других творческих сфер, что тебя еще интересует? Актерское мастерство, вообще отучиться на актера интересует, но, к сожалению, это время. И если я не могу за что-то браться конкретно, я стараюсь не браться за это дело. А так есть в мечтах, как бы в задумках у меня есть такое, чтобы как бы стать актером в будущем. Но на данном этапе ты на данном этапе нет, только творчество, только пение. Если честно, пение у меня очень много времени занимает. Если бы мне кто-то писал песни, было бы может быть, времени было побольше, занялся бы определенно чем. А время остается только на спорт, на музыку и на личную жизнь. Получается, только музыку, не только, вернее, и музыку, и слова ты пишешь сам? Да, музыку, слова сам пишу. Хорошо, значит, в ближайшее время в фильмах мы сможем тебя увидеть? Нет, фильмы очень много времени забирают. Съемки на фильме забирают очень много времени. И я как бы не готов на данный момент выезжать на месяц, на 2. Хорошо, а помимо Кыргызстана, есть ли еще страны СНГ, может быть, в которых есть твои поклонники? Может быть, ты свои клипы размещаешь на каких-то других каналах? Нет, не кыргызстанских? Если честно, я даже не в курсе. Нет, именно вот... Я же в начале программы, как бы, я же вам ответил на один из ваших вопросов. Я не слежу особо за своим творчеством. Как проходит, где она проходит. Я просто пишу песню, отдаю на радио. Если песня хорошая, радио принимает эту песню. Но целенаправленно вы не ездите в какие-то ближние страны СНГ? Целенаправленно, ну даже как бы, если свое? честно сказать, последние 5-6 лет, вот как мы занимаемся творчеством, как я начал заниматься профессиональным творчеством, особо мы так бы и не продвигали. Пока что только Кыргызстан? Только Кыргызстан, да. А когда приступишь к покорению уже других высот? Не кыргызстанских. Это, знаете, как если дано, значит получится, Буюрса может в будущем. А если это не дано, посмотрим, я же говорю, это же дело случая как. Вдруг завтра, послезавтра на ютубе просмотры увеличатся. Пригласят куда-то и поедешь? Может быть. Но все-таки ты больше... Ну, больше нет, я вообще, если честно,
если честно, я вообще не люблю выезжать с Кыргызстана никуда. Почему это? Нет, это как вам сказать, патия такая вот всё, с Кыргызстана никуда. Потому что здесь, в Кыргызстане, я себя реально чувствую свободным. Вот как там говорят же, вот кстати, недавно вот вы про песни говорите, там социальный, про свободу там поют, про это поют. Если честно, у нас вполне и свободно, и демократия, все есть. Мне лично нравится в Кыргызстане. И я не хочу никуда выезжать, менять что-то. Даже если вдруг, как вы сказали, там на мир как бы выйдем, если вдруг, все равно Кыргызстан это будет Кыргызстан. Да. Уехать, но вернуться. Конечно, как если... Хорошо. Я напомню, с вашего позволения, еще раз, телефон прямого эфира 56 46 85. Дозванивайте до нас, Абир Касенов у нас сегодня в гостях. Уважаемые телезрители, звоните. Мы всегда предусматриваем для вас приятные подарки от имени нашего канала и наших гостей. Я думаю, сейчас будет небольшая пауза, которая размолвит нашу беседу, после которой мы вновь вернемся в нашу студию. Я поднимаюсь на перрон, где ты? Ищу тебя среди толпы. Мне не хватает высоты. Я набираю номер твой между небом и землей. Но вдруг ловлю твой взгляд, а у тебя глаза горят. Где-то вдали, как странно, наши мысли вновь сошлись. Ты посмотри, как птицы исполняют твой каприз. Я ведь тебя хочу. Зачем мне менять судьбу? Сердце мое возьми, время мое забери. Ты не веришь в эти слова, как больно. Я не отпускаю тебя, так сложно. Просто ты мне прямо скажи. Я поверю в наши мечты. Ты не веришь в эти слова, как больно. Я не отпускаю тебя, так сложно. Просто ты мне прямо скажи. Я поверю в наши мечты. Короткие звуки, телефон беру, читаю сообщение. С ответом вновь идет тебе. Сейчас с тобой мы на краю. На тебя я вновь смотрю и не могу понять, зачем же нужно уезжать. Где-то вдали, как странно, наши мысли вновь сошлись. Ты посмотри, как птицы исполняют твой каприз. Я ведь тебя хочу. Зачем мне менять судьбу? Сердце мое возьми, время мое забери. Ты не веришь в эти слова, как больно. Я не отпускаю тебя, так сложно. Просто ты мне прямо скажи. Я поверю в наши мечты. Ты не веришь в эти слова, как больно. Я не отпускаю тебя, так сложно. Просто ты мне прямо скажи.
Дорогие друзья, если вы только к нам подключились, напомню, что гость вечерней программы «Кефир» – это Абир Касенов, амбициозный, подающий надежды певец, который уже успел прославиться своими прекрасными хитами. И сейчас, перед тем, как вы увидели нашу студию, вы имели возможность лицезреть одно из его последних творений. Это клип под названием «Вера в любовь». 56 46 85, телефон прямого эфира, задавайте свои вопросы. И посмотрели мы клип, расскажи, пожалуйста, про мотив клипа. Мотив клипа, ну, как обычная ссора, вот как вначале вот видно было, как парень был расстроенный, под градусом, можно сказать так, задумывался вот о чем-то, вспоминал какие-то моменты из жизни. Вот. Расставание. Начало клипа расставания, все вот то, что он все это разбивает. Ну, оказывается в конце то, что парень это все представил себе. А девушка или жена, предположим, или девушка пришла все-таки к нему, прилетела, скажем, из-за границы. То есть на самом деле конфликта никакого не было? На самом деле никакого конфликта не было. Вот мотив вашего клипа напоминает мне женскую фантазию, потому что женщины, как правило, сами себе придумают себе конфликт, придумают себе ссору, разругаются, а на самом деле все в порядке, все хорошо. А вот для съемок данного клипа какие были люди приглашены, сколько было людей задействовано, скажем, сколько времени заняло? Вот более подробно для телезрителей, далеких, скажем, от съемочного процесса. Вот, знаете, как вот, если честно, над этим я не работал. Я работал только как бы над сценарием, смотрел, как должно получиться, как бы советовался с режиссером, и все. А насчет сколько человек, я вот как помню, человек 10 было у нас в группе. Вот, ходили, суетились, готовились. Вот. А режиссером кто выступал? Режиссер Джуманазар. Джуманазар и Кайрат Мусаев. Режиссерами. Насколько я знаю, тоже молодые режиссеры. Да, не то, что молодые режиссеры. Кайрат Мусаев, например, тамада, шоумен, менеджер мой непосредственно, менеджеры компании Эко Рекордс. Вот относительно Эко Рекордс хотелось бы мне узнать, являешься ли ты артистом исключительно Эко Рекордс? То есть это, я знаю, это продюсерский центр, то есть Эко Рекордс как раз таки занимается продвижением твоего творчества, либо ты в свободном плавании? Нет, скорее всего, можно сказать, нужно сказать, я как бы в Эко Рекордс. То есть в этой мы, потому что там команда, там ребята, с кем я пишу песню. Я пишу песню, как бы я должен, я автор своих песен, но я должен с кем-то советоваться. Я не могу, например, советоваться, скажем, со своей женой, со своей семьей, например, потому что там не творческий человек, не творческие личности, как бы. А на студию по-любому прихожу, там ребята у нас тоже певцы, все занимаются музыкой, тоже Назгуль Тахтахунова, бывает, приду, напишу песню, говорю, Назгуль, послушай, как вот звучит, и советуюсь как бы с ней. Вот это у нас там просто, как вам сказать, семья, где все работают. А кто твой главный критик? Потому что всегда есть хороший друг, есть плохой друг, есть который похвалит, есть который скажет, вот здесь вот у тебя не то. Главный критик, мне кажется, это моя сестра, наверное. Ну, реально открыто говорит. А как ты реагируешь на критику? Вот я, например, такой человек, если услышу какую-то критику, я могу сразу как-то разозлиться слегка, но потом уже со временем осознать, что да, я была не права. Или ты более объективно ее воспринимаешь? Критику объективно, я стараюсь вообще, как вам сказать, даже позитивно принимать эту критику. Вот, прислушаться даже, может, а может действительно, именно насчет творчества, насчет музыки, а может действительно песня не так звучит, может у меня поменялось как бы мировоззрение, даже поменялось как бы. Так что я на критике, я всегда готов к критике. Если говорят, Абир, песня не звучит, я реально обдумываю слова, слушаю еще раз песню. Бывает. Кстати, были такие моменты, когда мы просто удаляли песни. То есть ты работаешь, скажем, неделями над песней, потом можешь взять и удалить? Да, мы так и сделали. Вот, поработали, полностью написали, но не понравилось в конце песни. Просто вот критик, знаете, как много критики пошло. Когда вот, например, на студии те же ребята говорят, хорошая песня получилась, а там, если, например, на этой же студии пошла
негативная критика, я по-любому прислушаюсь к студии. Вот, к мнению, например, к мнению Эрнеста обязательно прислушиваюсь. Если он реально говорит плохая песня, я слушаю ее, прислушиваюсь к критику, я меняю мотив, может гармонию поменяю. По-разному бывает это. Хорошо, очень интересно. Я думаю, для тех людей, которые далеки от творчества, это очень полезная информация. Возможно, среди наших есть зрители, люди, которые вдохновляются творчеством Абира Касенова и тоже хотят быть как он. Поэтому для вас сегодня, можно сказать, мастер-класс в рамках прямого эфира 56 46 85. Наш телефон. Дозванивайтесь до нас. А сейчас небольшая рекламная пауза, после которой мы продолжим нашу беседу. Наслаждаемся летними деньками в прямом эфире телеканала Кей-Муз, ведь работа для нас – это, безусловно, отдых. Надеемся, что и наши программы приносят вам неимоверное удовольствие. 56 46 85, телефон прямого эфира. Если у вас есть свои идеи и предложения по нашим эфирам, мы всегда будем им рады. Дозванивайтесь до нас. А сегодня у нас в гостях Абир Касенов. Мы сегодня решили поговорить более подробно про его творчество. Хочу напомнить, что он является певцом вот уже в течение скольки лет, Абир? Расскажи нам, сколько лет ты уже поешь? 7 лет. 7 лет. Вообще пою с детства. Вот. Но 7 лет вот официально на сцене. 7 лет даже не на сцене. Вот, я особо не в начале своей музыкальной карьеры я особо не любил выступать. Сцену так не любил, потому что до этого я играл в КВН. Вот это вот интересно. И сцена КВН мне больше нравилась, чем сцена пения, потому что на КВН, когда придумывали шутки, мы больше прикалывались над этими выступлениями, а потом получилось так, что ты оказался на месте. Оказался на этом месте. А приколы в КВН какие-то были про тебя? Именно про мою личность? Да. Нет, такого нет. Нет, я же тогда не был вообще знаменит даже, или как вам сказать. Нет, у нас как считается, я тогда не пел. Если про тебя пошутили в КВН, значит, ты уже что-то значишь. Нет, КВН еще тот, да, давний КВН. Это не вот сейчас, который КВН, где Азия Микс, вот, еще старее. То есть это школьный или университетский КВН? Школьный, университетский КВН, да. А что за вот тогда это было хобби. 6-й элемент в школе был. Кстати, название достаточно известное, на слуху. Значит, вы много лет выступали в этой команде? Не много лет выступал. Вот как закончил школу, так и завязал с КВНом. А почему дальше ты не решил продвигать юмористическое творчество? Мне это просто нравилось. Вот, потом уже учеба, более надо было серьезнее отнестись к учебе. Вот, и музыка мне самому позволяла дома заниматься этим. КВН, это, знаете, постоянно сидеть, репетировать мозговые штурмы, писать шутки, это занимает, много времени занимало. Это некий интеллектуальный труд, можно даже сказать. Это КВН, это вы не думаете, что КВН это там раз, ха-ха, хихи. Я с КВНом непосредственно знакома, я это все знаю. Хорошо. Вот следующий вопрос у меня звучит таким образом. Сейчас вот очень много споров идет насчет того, нужно ли музыкальное образование, нет, именно среди наших артистов. Я знаю, что многие наши люди в народе ходят такие слухи, что просто можно пойти, записать песню и стать известным. Вот ты как считаешь, что нужно музыкальное образование или нет? И получал ли ты сам именно высшее музыкальное образование? Вообще, кто думает так, можно просто пойти, записать песню и стать знаменитым и выступить. Пусть идут на студию, записывают и становятся знаменитостями. Пусть делают. Я, например, я точно так же, я просто прихожу, пишу песню, и если песня хорошая, мы ее отдаем на радиостанцию. Вот. То есть образования у тебя нет? Музыкального образования нет. А каким ты образом занимаешься, тренируешься сам лично? Я на гитаре играю. С детства играю на гитаре. И просто когда я начал уже писать песни, когда я уже определенно, именно методика написания песен у меня появилась, я сам уже выработал свою технологию, можно даже сказать так. Вот. Я начал... Больше самообразование, одним словом. Самоучка, можно так сказать. А вот из наших артистов, кого ты можешь выделить особо? Чье творчество тебе по душе? Да, зря вы так вообще спросили, я сейчас всех перечислю. Неужто все нравятся? Да, все абсолютно нравятся, потому что я говорю, я часто бываю на студии, и я много наших артистов слышу.
что они пишут, какие идеи они пишут. Как бы. Мне особой критики такой я не могу дать. Как ты думаешь, нашему шоу-бизнесу чего не достает на данном этапе? Чего не достает? Денег не достает. Но, тем не менее, я вижу, что развивается потихонечку. Конечно, развитие будет только вперед. Вообще, вот, поколение певцов, если честно, мне очень нравится. Вот наш вот Мирбек, Арсен, Омар, Аско, Аскар. Если вообще из всех вот брать, то для меня как бы Аскар Бирджибаев вообще На первом месте. на первом, можно сказать, даже месте. А есть ли такой человек, с которым ты явно конкурируешь? Нет, стиль которого похож на твой? я ни с кем не конкурирую. Я стараюсь даже вообще на стиле наших певцов как бы Не равняться? не равняться, нет. Но у тебя все-таки больше... Знаете, как вот, если честно вам сказать, вот, я пытаюсь такие песни, я просто пытаюсь как бы хорошую песню написать. Вот, например, вообще то, что я связал свою жизнь с музыкой, я думаю, она должна, если по моему сценарию смотреть, протекать в таком ключе, как бы в будущем, уже когда повзрослеем, уже как бы уже возраста достигнем, я думаю, уже надо будет переходить на другие песни. И я надеюсь, я уже скоро уже начну постепенно переходить более категории, да, как бы сказать, более уже возрастные песни писать. Я хочу попробовать. Получится, получится. А более возрастные песни ты к этой категории какие песни относишь? Ну, это точно не будет не молодежная, не клубная музыка. Это, знаете, как романсы. Вот. Я же говорю, вот на гитаре играю, а романсы мне всегда нравились. Романсы — это вот Малинин, вот, не Никита Малинин, который вот, а вот тот еще, который вот, «А чайки стонут и...» Ну, знаете, да, примерно эту песню? Ну, вот я думаю, может на какой-то такой стиль перейти. Хорошо, вот про стиль музыкальный мы поговорили, а про именно стиль сценический, скажем, имидж, образ. Я знаю, что не все певцы у нас работают со стилистами, большинство из них сами идут, на свой вкус закупаются. Что насчет тебя? Я тоже так особо не работаю со стилистами. Не зацикливаешься да, на своем стиле? не зацикливаюсь, потому что я особо и не выступаю сейчас на данный момент. Вот я, если честно, только-только вот начал выступать. А так, такого рвения в бой не было, да, как бы. То есть тебе больше нравится оставаться за кадром? Да не то, что за кадром, просто когда я буду готов на 100%, я реально буду готов. Так же, вот, например, как мы пишем свои песни, вот когда она на 100% готова, мы тогда только ее пускаем как бы в эфир, в плавание. А по выступлениям то же самое, как бы. Знаете, мне если честно, мне не нравится то, что вот, у нас вот в Кыргызстане, и да, и в Казахстане, вот, в Азии, как бы в СНГ бывшем, там смотрят как на выступление артиста. Вот. Обычно я, например, уклон делаю не на то, как артист двигается, как он как бы танцует, как поет. Да, как поет и как сама песня какая. Но ведь все равно слово артист подразумевает совокупность всего, вот вами выше обозначено. Он должен и красиво двигаться, и красиво петь, и быть актером какой-то. Да, я это все понимаю, но мне это не нравится, потому что я, например, артист, я не такой артист, который хочет дрыгаться на сцене, да? У меня нет такого, чтобы... Ну, у тебя такие песни, под которые не подрыгаешься, вернее, ну, подрыгаешься. Я вот могу написать песню, под которую можно подрыгаться, это, скажем, клубная музыка, да? Но двигаться я, например, не хочу там вот как танцоры, потому что на это уходят года, да? Вот. Знаете, чтобы песни тоже писать, это каждый раз все приходит с опытом. Каждый раз ты понимаешь ошибки, каждый раз даже в тембре голоса, в написании мотива, как бы понимаешь, что здесь лучше такую мелизму дать, может так лучше изменить. Вот. Хорошо, Абир, как ты мне обещал, я думаю, сейчас можно будет спеть одну из твоих композиций на твой выбор, любую песню, посвятить ее всем твоим поклонникам. Давайте я вам припев тогда спою. Хорошо. Песня называется «Я тебя люблю». Летняя тема. Ты далеко, я это знаю, просто сейчас мне не хватает вновь сказать, что я тебя люблю. Я готов дать тебе ответы и могу спорить до рассвета, потому что я тебя люблю. Я тебя люблю. Все, спасибо.
мои скромные аплодисменты. Я напомню, 56 46 85 телефон прямого эфира. У нас остаются считанные минуты до конца нашей программы, поэтому можете до нас дозвониться или оставить сообщение посредством социальных сетей. Сейчас я уже слышу, как гремит телефон наш, и наверняка уже последний звонок на сегодня. Давайте познакомимся с нашим зрителем. Добрый вечер. Здравствуйте. Ага, здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, зовут меня Акылбек. Асылбек, очень приятно. Ага, здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос. Слушаем ваши вопросы. Ага, скажите, пожалуйста, каким вы занимаетесь видом спортом вы, Абир? Здравствуйте, Асылбек. Еще раз можно повторить вопрос? Каким видом спортом вы занимаетесь, Абир? Каким видом спортом? Последний год и стабильно я играю в мини-футбол. Мини-футбол? Интересно. Еще вопросы у вас будут? Видимо, нет. Спасибо большое, Асылбеку. Ну, такой, я скажу, чисто сугубо мужской вопрос. Большое ли количество времени вы этому уделяете? Это, знаете, как тенденция в городе пошла, как лет 5 уже, наверное, в мини-футбол. Ну, вы сами, наверное, Джамал, заметили, как по городу много развилось, построили новые поля площадок футбольные, да. Вот. И как бы мы тоже не отстаем, в неделю 2 раза играем в футбол. Отлично. А вот в детское время были ли какие-то еще увлечения? Да, увлечений было много. Вот, я до сих пор, я даже имя тренера помню, Хаким Махмудович, по борьбе тренер был. Это было в детстве, с 13 где-то до 17-18 лет он занимался. Потом занимался боксом, тоже пробовал себя. В боксе, ну, позанимался, понравилось, у Голованова занимался. А потом как бы стабильность, футбол взял свою, да, если честно, как бы сказать. Ну, то есть тот человек, который каким-то образом вас обидит, ему будет не очень приятно с вами поконфликтовать. Да нет, что вы. Хорошо. Абир, сейчас уже программа наша подходит к концу. Я думаю, сейчас можно будет вспомнить тех людей, может, которым вы хотите сказать спасибо большое, поблагодарить. Это уже у нас такая некая традиция заложилась. В адрес наших телезрителей пару приятных слов. В общем-то, всем, кому что недосказано, слово вам. В первую очередь хочу поблагодарить моих слушателей, тех людей, кому нравятся мои песни. Большое вам спасибо, большое спасибо за поддержку. Благодаря вашим как бы сообщениям, комментариям, как бы, я все больше и больше стараюсь писать песен, да, как бы, треков выпускать. А как же мама, поблагодарить, папа? Ну, родители это само собой. А поблагодарить также студию Эко Рекордс, канал ваш, Спасибо вам большой, огромный респект, ребят. И, Абир, в ближайшее время, чего людям, которые чтут твое творчество, чего им ждать? Будет ли какой-то сольный концерт, будут ли еще новые клипы? Что будет? В ближайшее время мы готовим альбом, второй мой альбом, который будет состоять из 12 треков. Постараемся вот буквально презентовать его уже. Будем обязательно ждать вас будем на презентации альбома. Спасибо большое, Абир. Творческого вдохновения тебе желаю. Я думаю, если оно будет, то всегда все будет идти как по маслу. Спасибо, что принял участие в нашей программе. А я же напомню, что новый клип Абира Касенова под названием «Вера в любовь» уже крутится на нашем канале. Вы можете включать нас в любое время. Помимо Абира Касенова есть и клипы других талантливых артистов. Смотрите нас, следите за всеми новостями музыкальными и не только. С вами была я, ведущая данной программы Джамал Усмонова. Я с вами прощаюсь. Напомню, что партнер нашей программы – это компания «Шоро», родниковая вода-легенда. Впереди еще целая неделя, поэтому вас ждет масса всего увлекательного. Оставайтесь на нашем канале. Всем пока!